Кубок Дарьяла приближается к своему экватору. Правда, пока в зачете турнира ветеранов. Во второй подгруппе лидерские позиции разыгрывали Дарьял и Барс. Пока только побеждающий в группе. Поединок изобиловал острыми моментами, да и голов зрители увидели немало. Но все же класс бывших профессионалов из Барса сказался. 4-2, 4 победы в 4 матчах. Впечатления от игры очень хорошие, тем более, что мы победили. Очень хорошие они и от всего турнира. Хотим сказать спасибо организаторам за такую возможность поиграть. Наша команда уже 4 года в этом составе играет. Готовимся, как всегда, и будем, надеюсь, побеждать и выходить в финал. В этом же квинтете свою первую победу одержали борцы, которые без борьбы камня на камне не оставили от Беслана 7-1. Беслан, кстати, пока единственная команда, которая не набирала очков. В прошлой игре так получалось, что мы еле собирали на команду 7 человек без замен. А в условиях такой погоды очень трудно играть, жара, и поле еще испаряется, и очень тяжко без замен. И соперники у нас, самое главное, были сильные. Бывшие футболисты, профессионалы, чемпионы России там играли. Роберт Питаров, Алан Агаев, Давид Цураев. Там очень много футболистов, с ними очень трудно. Но играть с ними возможно. Надеюсь, во втором круге мы им навяжем борьбу. В другой подгруппе Ардон набрал первые очки, уверенно обыграв СССР 4-1. А юность пока идет без потерь. Очередной жертвой стала команда Фарм. Счет более чем убедительный – 5-1. До финиша первого круга остался один тур, пока юность и Барс выглядят явными фаворитами. А вот среди команд действующих игроков настоящая путаница. Интрига в турнире закручивается до предела.